Адгур Амиранович, добрый вечер. Но сегодня все мои вопросы и комментарии, безусловно, будут касаться ситуации, которая произошла в парламенте, да, в ночном парламенте, с этой ночной экстренной сессией. Значит, я хотела бы знать вообще, как вы к этому относитесь, да, и плюс вот такой небольшой момент. Спикер парламента, когда вышел к прессе, к народу, он говорил о том, что некая часть оппозиции вроде как была согласна с предложенными им вариантами. Вот поэтому расскажите, соглашались вы с каким-то вариантом, и вообще было ли такое, как это все происходило? Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время. Во-первых, хочу сказать, что отношусь крайне отрицательно к тому, что произошло вчера. Заседание парламента Народного собрания Республики Абхазия, где делегированы представители абхазского народа решать судьбу, наше будущее в их руках. Принимать решения, во-первых, оцепленными силовиками со щитами в 6 часов утра, это уже само по себе оскорбительно. Оскорбительно должно быть, наверное, для самих депутатов. В 7 часов утра или в 6 часов утра можно и нужно собираться, если какая-то чрезвычайная ситуация в стране. Не дай бог, если что-то такое произойдет, там на время суток никто смотреть не должен. Тот вопрос, который рассматривался и был принят вчера, это вопрос был связан с госдачей Пицунда. Я вчера целый день до самого утра находился там на площади, общался с многими депутатами, с представителями власти, мы вели определенные переговоры. Но на мой вопрос, в чем такая острая необходимость у Республики Абхазия, у депутатов, наших депутатов, принимать это решение столь экстренно, ни один человек мне на этот вопрос ответить не смог. Теперь, что касается того, что спикер парламента упоминал меня. Да? Во-первых, спикер парламента ввел в заблуждение народ Абхазии. Я ему полномочий таких упоминать меня на сессии парламента не давал. Слово «консенсус», которое он произнес, от меня он не слышал. Если уже говорить обо мне, если наш уважаемый спикер парламента так сильно чтит мое слово, то, что я говорил, или мои договоренности с кем-то, то он бы перенес эту сессию, отложил бы этот вопрос, то, что мы и предлагали. На самом деле мы очень много времени потратили на то, чтобы каким-то образом всем нам вместе попытаться исправить то, что натворил глава государства. Подписанное соглашение, оно крайне ущербно. И вот мы искали возможности с юристами администрации президента, там, министром юстиции и так далее. Мы искали юридическую форму, как это все можно минимизировать ущерб, скажем так. Там на 100% исключить уже не получалось. Некую форму мы, определенную модель начали искать. Какие-то акты, проекты появились. Но это то, что нужно было обсуждать. Мое предложение и всех моих коллег, хочу сказать, по вот эти общественные политические организации, которые находятся в Едином Союзе, мы все между собой посоветовались и пришли к тому мнению, чтобы отложить этот вопрос, дать тайм-аут, в том числе для того, чтобы обсудить те наработки, которые мы вчера на коленках, грубо говоря, с юристами проработали, и создать согласительную комиссию для того, чтобы, во-первых, там есть какие-то позитивные моменты. Я считаю, что там были определенные позитивные моменты, я тоже должен это отметить. Допустим, вчера депутаты парламента приняли закон, который ставит нашу Конституцию и конституционные законы выше международных ратифицированных соглашений. Это очень хорошая норма, которая и в перспективе нам поможет. Но даже это решение нужно принимать в соответствии с регламентом, в обозначенное время, провести слушание. Потому что
Даже самые лучшие юристы мира не в состоянии за 30 минут на коленках написать закон, который в принципе меняет всю инфраструктуру наших перспектив в части заключения международных договоров. Это просто невозможно. Исходя из этого, я вчера зашел в парламент, уже это было там в районе 2 или 3 часов ночи, я уже точно не помню, присутствовали практически все депутаты. Я сказал: уважаемые друзья, есть определенные наработки, есть определенное видение. Для того, чтобы его доработать, проработать, включить сюда мнение разных людей, нужно, моя личная просьба к вам, к депутатам парламента, отложить рассмотрение вопроса по госдаче Пицунда и после праздников вернуться к этому вопросу, создать согласительную комиссию, где мы сможем эти наработки и другие вопросы обсудить спокойно, в спокойном режиме и вернуться к этому. Вот в чем заключалось мое предложение. К большому сожалению, спикер, сказав какую-то часть, не сказал этой главной части. Я считаю, что таким образом и спикер, и те люди, которые вчера там внутри очень активно старались сделать так, чтобы это решение было принято именно вчера, они просто решили прикрыться, допустим, да, вот это вот некими документами, в разработке которых мы тоже участвовали. Вот я именно так это понимаю. Это как минимум нечестно. Молодые люди, которые думают о своем будущем, политическом или ином, так поступать не должны. Потому что мы все абхазы, и для абхаза самое главное это слово. Сказал А, надо было сказать и Б. Еще раз говорю, если бы у нас был бы какой-то консенсус, о котором говорил уважаемый спикер, то депутат парламента Эрик Сагателович Арштуни, представитель нашей организации в парламенте, в знак протеста не покинул бы вчера парламент и участвовал бы в рассмотрении этих нормативных актов. Поэтому это попытка ввести наш народ в заблуждение для того, чтобы разделить часть от своей ответственности. И еще раз хочу сказать, нет никакого оправдания ни спикеру, ни в первую очередь главе государства, под давлением которого вот этот вопрос в столь срочном режиме принимался. Вы помните, что сессию то назначали до 28-е, потом на 27-е. И какая-то шла игра непонятная. Потом 27-го сессия должна была начаться в 11:00. Сессию экстренную созвали в 6 часов утра. Эти все вещи, они наталкивают на определенные мысли. Конечно, хочется думать самое хорошее про наших коллег, но, к сожалению, определенные подозрения, какие-то мысли возникают. Да, там среди депутатов, которые голосовали за эти поправки в законы, я уверен, что есть люди, которые искренне считают, что это вот они таким образом защитили Абхазию, защитили какая-то часть депутатов искренне так думала. Но я вчера, общаясь с многими депутатами и представителями власти, увидел такое ярко выраженное намерение при любых обстоятельствах провести этот вопрос в крайне сжатый срок. Еще раз повторю, ни один человек мне не смог ответить, почему, в чем такая срочность. А это уже пускай народ делает выводы из того, что происходит. К большому сожалению, именно так. Вот вы как раз здесь упомянули новый конституционный закон, тот, который ставит все международные соглашения ниже Конституции и законодательства Республики Абхазия. Его не было ранее, это я так понимаю, тот самый закон, написанный на коленке, за полчаса. Но что это за документ, что он нам дает? Понимаете, еще раз говорю, эти же нормативные акты можно было проработать заранее, за 2 недели, за 3 недели, за месяц. Кто это мешал сделать? То есть пока люди туда не пришли, пока там какой-то не получился такое напряжение, работать над этим никто даже не собирался. На самом деле принятие этого закона это плюс, но вот тут возникает теперь коллизия. Вот я задаю вопрос юристам.
в законе о международных договорах появилась такая норма, что ни один ратифицированный международный договор не может быть выше Конституции и конституционных законов. Правильно? В соглашении написано, что юрисдикция не принадлежит Республике Абхазия, соглашение о госдаче Пицунды. А у нас в Конституции написано, что территория Республики Абхазия неделима. Суверенитет распространяется на всю территорию. Суверенитет включает в себя в первую часть юрисдикцию. То есть наши законы по Конституции действуют на территории всей республики. Соответственно, если брать эту норму за основу, получается, что по той норме, которую мы приняли, юрисдикция Республики Абхазия на этой территории теперь сохраняется. Я сегодня общался с некоторыми юристами, кто-то говорит так, кто-то говорит по-другому. То есть вот открытый вопрос. Вот чтобы вот эти все вопросы мы сняли, для этого мы и просили время. Для этого нужно было проработать эти документы. Ну, так посчитали нужным принять, зацепившись за эту возможность, наверное, кто-то хотел, чтобы вот это все быстро было принято. И, к сожалению, произошло то, что произошло. Я бы хотел сказать, что падать духом нельзя. Этот вопрос, на мой взгляд, показал лишний раз, а еще, можно сказать, убедительно обществу о том, что это такой пример того, что исполнительная власть в лице президента, она последовательно будет делать все для сужения нашего суверенитета. Намерения перешли в практику, люди должны быть бдительны, но падать духом нельзя, надо дальше продолжать противостоять всем этим антинародным инициативам. И, к большому сожалению, Мисва, конечно, в конец уходящего года приходится говорить о таких вещах, вместо того, чтобы мы все вместе радовались бы каким-то вещам. Но вот это имеет место быть. Падать духом нельзя. Впереди Новый год, новогодние праздники. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. В каждую семью желаю благополучия, чтобы все были здоровы, радовались. Это семейный теплый праздник. Пройдут новогодние праздники, потом мы вернемся к этим всем вопросам. С наступающим Новым годом. Спасибо вам большое.